В Доме дружбы народов Чувашской Республики состоялся очередной Большой совет Чувашского национального конгресса. В своем выступлении президент организации Николай Угаслов рассказал о целях, задачах и планах, которые необходимо осуществить в ближайшее время. Конечно же, на мероприятии не могли не затронуть тему предстоящего празднования юбилея города. В этом году Чебоксарам исполнится 550 лет. Кроме того, огромное внимание уделяется сохранению памяти о знаменитых земляках – космонавте Андрияне Николаеве, востоковеде Никите Печурине, поэте Михаиле Сеспеле и многих других. Проведение совместных праздников очень сближает и помогает народу не потерять свою национальную самобытность. У нас много своих программ. Это вот Чувашская деревня, значит, и много всяких других программ, и в том числе проведение праздников, национальных праздников, обычаев и так далее, их чтобы поддержать. И мы два раза в год проводим такие фестивали, как «Серебряные голоса». Вот завтра будет, нынче начинается, уже сегодня начинается, завтра будет подведение итогов «Серебряные голоса». Также «Чувашская красавица». Эти уже нынче 20-й раз проводятся «Серебряные голоса». Каждой осенью мы проводим фестиваль «Чувашской красавицы». И ряд других праздников, безусловно, мы их в плане работы. И вот мы их проводим, согласуем и работаем над планом. Большой совет Чувашского национального конгресса посетил министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев. Он отметил, что сейчас республика привлекает все больше туристов. Кроме того, он напомнил, что в рамках года театра сейчас проводится большое количество мероприятий. Он поблагодарил всех представителей национальных и культурных объединений, которые приехали в Чебоксары, чтобы рассказать о своей работе. Было приятно сегодня послушать отчет президента Национального конгресса Николая Угаслова, который поставил новые задачи. Прежде всего, это, конечно, укрепление сотрудничества между регионами. И, конечно, есть ряд вопросов, которые сегодня и руководители национально-культурных организаций перед Национальным конгрессом, перед Министерством культуры ставили. Я думаю, в ближайшее время мы эти вопросы рассмотрим. Это касается, во-первых, обучения детей в учебных заведениях, в школах, сохранения языка, как всегда это у нас, да, вопросы есть, сохранение традиций, культуры. Конечно, очень много было вопросов поднято, это проведение мероприятий совместных. Кроме того, в данный момент перед Чувашским национальным конгрессом стоит еще одна важная задача – объединить земляков, которые по тем или иным причинам живут далеко от нашей республики. Ведь в любом случае нельзя забывать язык и культуру своего народа. Посетили эту встречу и гости из города Челябинск. Проводим регулярно концерты, национальные праздники, собираем чувашей, ищем по большому городу миллионному, хотя у нас в Челябинске всего 2500 чувашей по статистике, но по области 6500. Стараемся искать своих земляков. Так что Большой совет Чувашского национального конгресса вносит большой вклад в укрепление сотрудничества между регионами. И каждый наш земляк, безусловно, должен гордиться тем, что родился именно здесь, в крае 100 000 песен. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.